Дело журналиста Абдусатора Пирмухаммадзода остановлено в связи с проверкой заявления о пытках. Жапаров подписал закон о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища. В Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Власти Ирана освободили заключенных в связи с победой сборной в матче на чемпионате мира по футболу. Суд района Исмаила Сомони города Душанбе приостановил рассмотрение дела против журналиста и блогера Абдусатора Пирмухаммадзода. Судья попросил Генеральную прокуратуру Таджикистана проверить заявление подсудимого о пытках в МВД по городу Вахдат, об этом сообщил источник. Известный блогер в письме из СИЗО и в ходе судебного процесса заявлял, что под психологическим и физическим давлением дал признательные показания. Источник в суде района Исмаила Сомони сообщил на условиях анонимности, что проверка заявления подсудимого Абдусатора Пирмухаммадзода началась в середине прошлой недели. По его словам, Абдусатор Пирмухаммадзода во время судебного процесса несколько раз заявлял о пытках со стороны сотрудников Вахдатского ОМВД. В связи с этим судья попросил Генпрокуратуру проверить заявление подсудимого о пытках. В судебном процессе объявлен перерыв. Рассмотрение дела возобновится после получения заключения следователей прокуратуры. Абдусатор Пирмухаммадзода в своем письме, отправленном из СИЗО в прошлом месяце, заявил, что не верит в правосудие в Таджикистане и уверен, что приговор ему был вынесен еще до ареста в коридорах власти. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения между Кабинетом министров Кыргызской республики и правительством Республики Узбекистан о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища, подписанного 3 ноября 2022 года в Бишкеке, об этом сообщает 24.кг. Документом предполагается ратифицировать соглашение между двумя странами о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища. Соглашение подготовлено в соответствии с договором между Кыргызской республикой и Республикой Узбекистан об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы. Его цель – управление водными ресурсами водохранилища совместной комиссией, говорится в сообщении пресс-службы президента. В результате ракетных ударов с 10 октября в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Об этом сообщил глава украинской энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. По его словам, российские удары усложняют доставку электроэнергии из одних регионов в другие. Также он призвал местные власти позаботиться о генераторах для наиболее важных уязвимых объектов. По словам Кудрицкого, наибольшие последствия для украинской энергосистемы имела атака 23 ноября, когда в стране была системная авария и аварийное отключение света во всех регионах. Тогда же были остановлены блоки 3 из 4 украинских атомных станций, поскольку от них нельзя было подать генерируемую энергию в сеть. Глава Укрэнерго отметил, что компания и до 10 октября устраняла последствия обстрелов и атак, но затем масштаб их увеличился, поэтому происходящие события стали новостью для большинства потребителей. Из тюрем Ирана в связи с победой сборной Ирана в матче против Уэльса на чемпионате мира по футболу в Катаре освободили 715 заключенных. Среди освобожденных есть задержанные в связи с протестами в стране. Об этом сообщает Аль-Ан-Ньюс со ссылкой на агентство «Мизан», связанное с иранской судебной системой. Матч между сборными Ирана и Уэльса прошел 28 ноября. Встреча закончилась со счетом 2-0. В тот же день 517 заключенных были освобождены в 12 провинциях страны. 29 ноября из тюрем освободили еще 1156 задержанных в 20 провинциях Ирана. Как пишет Аль-Ан-Ньюс, амнистия была выдана на основе решения главного судьи, ее причины не уточняются.